Почему? Потому что для них вот этот космический порядок, он создается в божественном мире. Боги создают космос, порядок. Но он через символы как-то попадает и в земной мир. Эти знаки нужно разгадать. Нужно уметь понять их, чтобы понимать, где этот порядок, чтобы не ошибиться в своей жизни. Знаете, иногда мы в жизни задумали что-то важное. Например, какой-то новый проект или новую главу в жизни, или какой-то поступок важный, или еще что-то. И вдруг что-то, какая-то мелочь происходит. И мы с радостью говорим: о, это знак. Знак того, что мы на верном пути, что мы делаем все правильно, что все идет как нужно. У каждого в жизни были такие знаки. Вот об этом и идет речь. Шумеры были одержимы такими знаками, потому что эти знаки каким-то образом нам сообщают вот этот недоступный для нашего сознания, этот божественный порядок, замысел, гармонию, который ведет нас к развитию, к нашему личному счастью. Потому что пространство мира очень большое, и человек сотворит с Богом. Грубо говоря, наше задание переделывать хаос в космос, в порядок. И каждый человек делает это в свой уникальный способ. У каждого своя судьба. И у каждой души, у каждого человека есть определенная задача, которую он должен сделать для этого общего дела, еще до его рождения. Но мы люди такие создания, которые часто отклоняемся от этого сотворчества с Богом и умудряемся внести хаос даже в Эдемском раю. И это шумерское богословие немножечко напоминает вам христианское, наверное, да? Это показывает, что фараон является этим столбом. Он та ось, через которую соединяется божественный мир с земным миром. Его сила приходит свыше. Он — это некое небо, которое как бы протянулось к земле, чтобы установить здесь небесный порядок. Фараон — это столб, или, можно другими словами сказать, точка, которая все это соединяет. Обратите внимание, что этот столб вверху имеет 4 уровня. Он похож как наши электростолбы. Вот это. Я знаю. Знаешь, и, Я читала энциклопедию. Понял. То есть, а наши шизики, вот эти альтернативные истории говорят, что это катушка. Катушка, на которой электричество наматывается. И они постоянно доказывают. Вот видите, в Египте было. Это тоже можно быстрее. Рома, наши шизики. Лорен. Возвращаемся к сексу Хора и Сета. Все эти мифы древних цивилизаций мы собираем фрагментами в разных местах. В одной версии сказано меньше, в другой версии сказано больше. И это вызывает определенные трудности. Потому что сам этот ритуал, он как бы для богов. Поэтому люди на время этого ритуала становятся сосудами для богов. И в этот момент, когда боги в них вселяются и делают свои интимные дела, то логично, что люди в этот момент, твое дыхание как аромат цветов. Когда ты мимо меня проходишь, моя душа взлетает в тот божественный мир. Твои волосы для меня это... Тут очень важный, сложный момент. Это проблема синергии. Это проблема разрыва целостности структуры. Целостность порядка нарушается. Мы ее замечаем тоже в языке. В точке символического, где происходит эта синергия. То есть взаимодействие человеческого и вечного, в этом заключается проблема. Чем интенсивнее эта синергия, тем опаснее для человека. Образ Адама и грехопадения – это только первый образ.
Второй образ, более мощный, это Моисей, который засомневался. Помните, он был на вершине и не попал в землю, которую Бог подготовил для людей. То есть землю, где есть порядок посреди хаоса. Бог сказал ему: «Ударь один раз посохом об скалу, чтобы появился родник воды для людей». И опять здесь образ воды. А Моисей не поверил ему. Он ударил 2 раза, а не 1 раз. Из-за того, что он 2 раза ударил посохом, он не попал на эту райскую землю, которую подготовил Бог для людей. То есть тоже здесь говорится о нарушении вот этого тонкого баланса, вот этой творческой синергии. Всего лишь 1 удар посохом, и все. Отклонение, неточность, ошибка. Это все разная символика греха. У греха, как и у лжи, очень много имен. Что такое грех? Что такое ложь? На ранних этапах шумерской цивилизации городом правило как минимум 2 фигуры. Первая фигура – это образ Энси. А египтяне действительно считали, верили, что фараон – это воплощение бога Хора. Когда один фараон умирает, то Хор воплощается в другом фараоне, в новом фараоне, когда он восходит на престол. И получается, что Сет как бы воюет с Хором, и при этом некоторые фараоны, которые являются воплощением Хора, они берут себе титул Сета. Диссонанс. Это также и неадекватная оценка своего места, своей роли, своего смысла жизни, смысла поступка по отношению к другим людям на микро- и макроуровнях. И когда Гильгамеш придет к богам с этим вопросом, то они ему ответят то же самое. Они ему скажут: вернись в свой город, защищай всех живущих там. Тем больше он показывал вот эту свою божественную эрекцию, да, вот что он настолько мощный, сексуальный. Это тоже очень важный момент, да, это мифология, на которой все маленькие цари, все маленькие фараоны растились. Они понимали, что их будущая задача, миссия – держать все земли Египта вместе. Это, по сути, был способ открытия в царе, в человеке восприятия сакрального внутри себя, в земном. Потому что в тот момент эта агрессия является здесь созидающей. Потому что она убивает змея, который способен уничтожить наш мир, порядок. Поэтому для египетского сознания очень важно, как мы объединяем силы хаоса и разрушения с силами порядка, с тем, кто восстанавливает порядок. Должна быть какая-то гармония в мироздании, потому что этот мир создал мудрый Бог, и Он создал этот мир благим. По этой причине египтяне пытаются объединить эти 2 противоположные силы.